Бяспека – галоўнае, дзеля чаго аб'ядноўваюць свае намаганні службы МНС, таварыства выратавання на водах і прадстаўнікі БРСМ. Такія ўрокі, як гэты, для вучняў брэсцкай школы нумар 7 запомняцца надоўга. Быць прадбачлівым, каб папярэдзіць няшчасны выпадак, правільна паводзіць сябе ў экстрэмальнай сітуацыі. Тое, што патрэбна для бяспекі, а прыклады бралі з рэальнага жыцця. 4 брэсцкіх старшакласніка выратавалі тапельцаў. Двое юнакоў, Максим Снітко і Андрей Каральчук, нават прысутнічалі на гэтым мерапрыемстве. Яшчэ двое зараз у Мінску. Апладысменты стоячы, ацэнка школьниками их учинку. Помог нам, конечно же, спорт. Несколько лет отдавший спорту, такому как водное поло. Держаться на воде. Ну и, наверное, уверенность в себе. Лично, когда я услышал то, что тонут, я просто машинально рванулся в воду. Ну и на тот момент я как сам даже могу сказать, я ни о чем не думал, что будет со мной, какие могут быть последствия. Я просто видел, можно как сказать, видел цель и шел. Маленькая ремарка. У той момент, когда молодые люди ратовали тапельцев, на березе были дорослые. Нельзя осуждать людей за такое, потому что даже, допустим, если б я, наверное, не занимался водным полом, может быть, я и сам бы не полез. Прадбачыць надзвычайныя ситуации тяжко, а вось быть готовыми до их трэба. В связи с устоявшейся холодной погодой мы проводим и рейды, и мероприятия, направленные на то, чтобы уменьшить те трагические последствия, которые зачастую происходят зимой. А это с выходом детей и взрослых на лед. На профилактычнае мерапрыемства прыйшлі прадстаўнікі маладзёжных атрадаў аховы правапарадку пры БРСМ. Профилактические акции начинают свой старт с декабря месяца, продолжаются всю зиму. Также мы ежегодно, круглогодично сотрудничаем с управлением МЧС, с ОСВОДом. Летом это проводятся какие-то акции по спасению утопающих. В зимний период именно безопасность на льду. Прадстаўнікі таварыства выратавання на водах з жалем канстатуюць, 3 няшчасных выпадкі адбыліся ўжо ў гэтым годзе. Если говорить по законодательству, то сейчас на данный момент действует такое решение Брестского исполкома о запрете выхода на лед, где говорится, что до достижения 7-10 сантиметров выход на лед запрещен. Основные правила выратавання з ледяной воды. Наглядный прыклад запомнится лепш. Но если вдруг что-то такое произошло, что мы уже можем сориентироваться, мы уже знаем, что в таких ситуациях надо делать. Мы видели все, как нужно делать, все, как правильно нужно находиться на льду. Как первое действие надо помогать утопающему. Но я думаю, наверное, все равно запомнится это все и уложится в голове. Арганізатары акцыі упэўнены, такія мерапрыемствы дапамагаюць папярэдзіць няшчасныя выпадкі.